Колыма. Одна из самых опасных трасс мира, соединяющая Якутию и Магадан. Еще в недалеком прошлом надо было иметь стальные нервы, чтобы отправиться по ней в путь. И таких героев находилось немало, особенно тех, от кого зависит снабжение удаленных поселков. Север рождает очень сильных людей. Зимой температура опускается местами ниже 60 градусов, и все вокруг буквально застывает, как будто попадаешь на другую планету. Мороз обжигает лицо, сковывает до боли пальцы, а каждый вдох хрустит, как снег под ногами, моментально кристаллизуя твое дыхание. Но так ли опасен этот путь сегодня? Наша команда решила проверить это на практике и показать на своем опыте не только современные возможности трассы, но и оценить ее туристический потенциал. Ведь эти морозные края годами притягивают сотни туристов со всего мира. Наш путь начинается в уже родном для меня городе Якутске, протянется сквозь ледяные края Дальнего Востока, и пройдет он отнюдь не без приключений. Мы окажемся в самой дальней точке Магаданской области, на границе с Камчаткой, в уединенном поселке, где проживает всего около 30 человек, и куда до нас еще ни разу не доходила легковая колесная техника. Итак, добро пожаловать в Якутск. Мы начинаем наше приключение. Крайний раз, когда мы ехали по трассе Колыма, мы ехали на старом москвиче 75 года. На этот раз у нас современный автомобиль, который подготовлен еще лучше. Мы решили рассказать о трассе Колыма именно с туристической точки зрения, рассказать ее интересные места уникальные. Все, что есть в регионе, очень уникальное на самом деле. Казалось бы, для нас обычные вещи, мы на это даже внимания не обращаем. Не, ну просто общий суммарно 270. 280. Представьте, еще неделю назад я не знал, что меня ждет такая вот далекая прикольная экспедиция. И вот сейчас мы уже все стартуем, почти собрались. И с Мирланом попробуем сделать совместные выпуски. Мы давно хотели придумать что-то такое снимать, чтобы вместе... Ну, я больше буду операторствовать, Мирлан больше будет рассказывать. У меня, смотрите, вторые окна, лобовое второе, все заклеено, все утеплено, в машине жара. Танк вообще не утепленный, мы ему максимум будем одевать одеяло и картонку перед радиатором, и все. Команда про путешествие снова в деле. Впереди непростая миссия – показать настоящую колымскую трассу и разрушить все стереотипы, которые годами окружали это легендарное место. Мы отправляемся в экспедицию, чтобы раскрыть туристический потенциал одного из самых суровых маршрутов России. Без мифов, без преувеличений, только реальность. В путь выходим два экипажа. Мой проверенный и надежный Land Cruiser 200 и танк 300 от компании Arctic Trucks. Ему предстоит пройти серьезные испытания в условиях дикой и непредсказуемой Колымы. Сейчас надо еду загрузить. Важная часть любой экспедиции – это провизия. Мы используем проверенную временем технологию. Берем замороженные полуфабрикаты, храним их в холодном боксе и готовим порционно ровно столько, сколько нам нужно. Для этого мы используем мультиварку. Просто надежно и удобно. Андрею подарили якутский нож. Это сейчас подарили? Здесь? Да. Якутский. Что написано? Про путешествие. О, это прям ваш бренд, да? Китайцы вообще, конечно, не предназначены для того, чтобы в них вставляли картон. Придется делать несколько коробок. Заправляемся. Общий объем бака 270 литров. Два бака, один дополнительный. Сейчас заправляю 150 литров, чтобы машину сильно не грузить. Там у Текёля, у Туймада есть заправка. Там дальше заправимся по горлышку. Ну что ж, друзья, у нас выезд из города все-таки состоялось сегодня, хотя это было непросто. Вот перед вами зимние наши автодороги, которые мы очень ждем в осенний период, когда происходит ледостав, потому что не надо уже использовать летом паромы, спокойно сел и поехал, как по трассе шоссе, и ты на той стороне, на федеральных трассах. Якутск от федеральных трасс отрезан рекой Лена, по которой мы сейчас едем.
сегодня в ночь с 18 на 19 происходит крещенские купания. И я сначала расстроился, что придется это пропустить, но Мирлан меня обрадовал, говорит: Игорь, завтра в Аймиконе покупаешься. Проехали населенный пункт, деревню Нурагана. На трассе мороз давит. Это как ощущается? Во-первых, у нас место показания температур на табло теперь черточки. Это значит, что у нас ниже 45. Несмотря на то, что у меня тут залита тормозная жидкость минус 70, все равно они стали тугие. У меня сейчас коробка в ошибку ушла. Я думаю, это из-за холода просто. И она, наверное, когда машина перезагрузится, перезапустится, это должна ошибка уйти. О, точно, ладушки. У нас граница Улусов. Заезжаем в Чурапчу. По доброй традиции обязательно кормим духов. У нас в дороге все было хорошо. И благодарим. Спасибо. И можем все, в путь, смело ехать. Его не было, в этом раз он появился. Это Кёль. Наконец-то 8 часов вечера. Пойдем покушаем. Проголодался, Мирлан? С утра не завтракал. Ты что-то этими чебуреками как-то так хорошо. Я тоже наелся, в принципе. Ну, сейчас, если Съели чебуреки, подогретые на торпеде. что-нибудь жиденькое, если или... Я 2 раза заглохся. Что, реально? Да. Я просто запустился, она едет нормально, потом как будто я еду, газ нажимаю чуть. У нас сегодня это вторая переправа по реке Алдан. Это самый большой крупный приток нашей реки Лена. Здесь сейчас Алдан перейдем и получается до Ханвиги чуть-чуть, ну, можно сказать, доехали. Время уже 10:20 и где-то через 40 минут, наверное, уже будем на месте. Да? Летом тут паромы ходят. Самые такие паромщики здесь говорят. Отточная резина не любит резкое торможение. Ну что, мы, как и предполагалось, 10-11 часов ночи доехали до Хандыги. Это наша первая контрольная точка. И сейчас задача расположиться, машины в теплый гараж. В Хандыге можно узнать, сколько раз за зиму выпал снег. Потому что Хандыга топится у нас углем. И вот, если можете посмотреть сейчас справа, выхлоп такой идет. И вот она черным таким оседает на снегу. И как слоеный пирог. Черные линии есть. Вот в таком симпатичном гостевом домике размещаемся. Уставшие все с дороги. Но чем хорошо в цивилизации? Едешь, казалось бы, трасса Колыма, а потом приезжаешь, а тут вот такая цивилизация. Запах идет. Дождались? Или здесь на диване, Игорь. А кто-то может... Я могу здесь лечь на диване, мне главное, чтобы никто не храпел рядышком. Если такое возможно организовать. Тебе не повезло. Высокие запросы сразу могут сказать. Помогай. Беда всех экспедиций. Ну, очень вкусно. Спасибо за гостеприимство. Да, вообще, Хандыга всегда нас встречает именно вот так гостеприимно. Когда приезжаешь, как будто дома. Это вот Галина. Уже свой человек здесь, в Хандыге. Давно не виделись, да? Ну, это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, что хорошо, тоже хочу, чтобы... Холодное блюдо. О, Ой, а это мы зря уже наелись. Ну что, укусишь коня? Язык оленя и рулетик. Это Мирлан. И странно, как он еще держится и не кусает лошадь. Я уже съел. Ну ладно, приятно.
Так, разложи по ножке. Чиж. Вот это Хариус. Да, сейчас еще Хариус сейчас замороженный. Да? Еще Хариус строганина. 511. Километр. Если бы в обед мы отсюда выедем, ну, навряд ли мы доедем. Да, конечно. В часов 2 ночи Мы доедем. сегодня во сколько выехали? С города? Да, полпятого. Выехали полчетвертого. Полчетвертого. В 3 с города. Ну, мы с Бестяхи сорвались где-то полчетвертого. Вот. И ехали мы сколько километров? 400 с чем-то? Да, Ну, 400 всё, а там 500 с хвостиком. Ну, ты не забывай, тут какая дорога, а там сейчас... Так время 23-26. Какая дорога? Такая же, мы ехали не спеша. Мы не... Портится, наверное. Сладенький становится. Шляпная была. Ну, вкусная. Где сладкую картошку? Галина печет нам якутские оладушки в дорогу. Отличные дороги, ребята. Всего хорошего, чтобы у вас было. Самые вкусные якутские оладушки. Доброе утро, Хандыга. Хандыга. Небольшой поселок городского типа. Административный центр Тампонского улуса. Он раскинулся на правом берегу Алдана, одной из крупнейших рек Якутии и главных притоков Лены. История Хандыги началась в 1939 году. Поселок появился как опорная точка для строительства дороги на Эмикон. Руководил этим проектом инженер Карпов. Но настоящий толчок к развитию дала Колыма. После открытия золотоносных месторождений сюда пришел Дальстрой. Уже в начале 40-х Хандыга быстро растет. Здесь появляются автобазы, электростанция, почта, аптека. А в 1942 году открывается первая школа. Сегодня в Хандыге живет около 5000 человек. Поселок по-прежнему остается важным центром всего Улуса. Здесь работают больница, горно-геологический техникум, государственные учреждения и даже музыкально-театральная школа в необычном здании в форме летающей тарелки. Но главное в Хандыге не здание и не история. Главное здесь люди. Сильные, талантливые, настоящие. И прямо сейчас мы познакомимся с одним из них. Друзья, мы приехали в спортзал, где сейчас нам проведут мастер-класс по масс-рестлингу. Это национальный вид спорта по Якутии, это перетягивание палки. Меня зовут Сергей Фролкин, я являюсь мастером спорта международного класса по масс-рестлингу. Мы находимся сейчас в здании Дюша имени Лебедева. Я работаю здесь заместителем спорта, курирую спорт, тренерами работаю. Детишки, у нас 11 видов спорта здесь, в этом здании. В общем, работаем во благо спорта в нашем районе. Про масс-рестлинг хочу рассказать. Это издревле национальный вид спорта. В старину наши предки Саха выступали. Еще есть Хавсагай, но на всех традиционном празднике выступает. Это единственное в мире единоборство бесконтактно называется. То есть, если хотите узнать, кто сильнее, вот все масс-рестлинг. Последний чемпионат мира проводился в Кыргызстане, Иссык-Куле. Там набралось более 300 участников. Вот, то есть, очень стремительно популярный вид спорта сейчас в России и за рубежом. То есть он берет либо за центр? Хват есть. Внутренний есть. И должен быть разнохватный вот такой. И есть наружный хват. Вот так. И то есть и вытягиваешь. Это счет 1-1 стал. Еще есть момент такой есть. Можно повалиться опять. Вот так садятся. Болеет. Вот. Упал. И тоже считается. Да. Если вот касается, ну, два точки, здесь касание, ты проиграл. Еще вот такой есть. Допустим, нога ушла вот так. Тоже считается выше. Проигрыша, да. Блядь, чик! Вот, нога пошла. Опа, вот. Не поддали, да? Все. Готово? Чик! Вот. Ногами тоже работать, ногами. Спиной. Воу. Так. Да, пока держит. Опа! 1-0. Финал. Чик! Оба! Чик! Нога пошла.
И счетом 2-0. И становится абсолютным чемпионом Дюша. Дали руки. Начальник надо проиграть. Очень хороший вид спорта, но точно надо разминаться хорошо. Все, друзья, наглядно видели масс-рестлинг, что из себя представляет. Вид спорта, казалось бы, на свою простоту, но очень много энергии. И участвуют все группы мышц, тут подготовка очень серьезная нужна. И травмы может случиться, но я вот сейчас 2 раунда потягался, и такое ощущение, как будто я пробежал там 10 километров или 5 километров. Даже дыхалка немножко сбилась. Занимайтесь спортом. Самое необычное здание во всем Дальнем Востоке, да и, пожалуй, во всей России. Летающая тарелка в Хандыге. Мне кажется, что она вот действительно, как люди в черном смотрели, когда-то она порвется у вас и улетит. Это Вячеслав Анатольевич Штыров. Он инициировал как раз вот этот вот замечательный проект. Да, это его была мечта, видимо, там. С преподавателями немножко было сложно. Сейчас появилась девушка, она как бы... У нас есть фотограф хороший. Идите к нам преподавать, да? Можно Саша оставить. В одном пойдем берем. Помимо искусств здесь еще фотографии обучают детишек. В 2018-2019 году открыли новое отделение театральное. При этом отделении открыт театр кукол. Тоже проект. Я Андрюху нашел. Ну, порядка, наверное, 5-6 новых отделений мы за последнее время открыли. Немножко реанимировали, как бы. Все вот учреждения культуры, спорта, образования могут принять участие на грантах и получают Конкурс да, социальных по своим проектам они получают поддержку. Большая грантовая поддержка, мне так интересно. Максимальная сумма какая была? Ну вот у меня, например, проект кукол был в 2021 году, 1 075 000. Теперь мы знаем, когда у Богдана день рождения. Дата открытия нового здания школы. Год совпадает. Ну, Штуров молодец, конечно. Да, он очень помогает нашему ребенку. Вчера гирлянда вылезла на табло. Пытаемся, под рукой сканера нет дороги, пытаемся скинуть его народным методом. Клемму скинули, это должно помочь, а посмотрим. Вуаля, все помогло. Что ж, друзья, мы выехали из гаража. Мне чуть-чуть подтравило левое колесо заднее. Это, я думаю, из-за того, что там герметик, наверное. Когда позапрошлом году в последний раз колеса делал, герметиком вмазать. Это желательно вообще каждую зиму перед зимой делать. Но имеем, что имеем. Самое главное, мы начинаем движение. Сейчас заправляемся и в путь в сторону Ямикона. Для меня сейчас Мирлан сделал большое открытие. Говорит, ты знаешь, как эта подушка одевается? Все же вот так. Оказывается, вот он мне показывает, вот так вот ее надо вперед и спишь. Ну, конечно, я не сплю. Сейчас у нас виды скоро начнутся. Пока вот равнина, но горы потихоньку начнут сейчас появляться из-за горизонта. Погода сегодня прелестная, минус 30. А это вот перед теплым ключом пробник асфальта, так сказать,
экспериментально тут 5 километров, что ли, положили асфальта. Как себя она поведет. По идее, через какое-то время вся Колымская трасса превратится в вот такую федеральную дорогу. Черный прижим, желтый прижим убрали. Сейчас очень активные работы ведутся в Заячьей петле. В ближайшем будущем, наверное, Колымская трасса потеряет статус самой опасной трассы мира. Проскочили в теплый Крайняя ключ. заправка в сторону Эмикона, дальше никаких заправок до Кубы. Кубеме. Это всем известная заправка, кафешка Куба. Грубо говоря, отсюда 400 километров и от Кубы до Ушнеры 400 километров. Ну, это единственная точка цивилизации. Была единственная. Надо, слишком утеплили, надо морду немножко приоткрыть. 33 градуса, у меня морда закрыта. Я еще картонку даже не ставил. И все равно набегающего потока ему не хватает. И вот так неожиданно открываются шикарные виды. Горы сразу возвышаются над дорогой. Здесь, конечно, надо сделать красивый кадр. Вот этот поворот ведет Батагай, Тополиной, далее Верхоянск. До Тополиного дорога хорошая, круглогодичная, после Тополиного. Далее идет только Зимник до Батагая. Сначала по реке Нельгесе, по-моему, если мне память не ошибает, и потом по тайге. Первая туроперация сказала, что там встречки нет и можно пропускать. И вот мы благополучно это проехали. Приехали мы на ручей. Здесь всегда все останавливаются, кто просто едет. Вот и фуры отдыхают, и туристы. Конечно, обязательно можно повесить ленточку, загадать желание. А там ручей, по-моему, он сейчас до конца не замерзший. Проверим. И вода тут очень вкусная. Все темнеет, нас ожидает далекая дорога. Уже снимать будет, наверное, нечего. Просто ехать, ехать и ехать. Часов 6, 7, 8, наверное, не знаю. Зарядившись энергией этих мест, мы продолжаем двигаться дальше. Как вы знаете, на севере световой день очень короткий. А впереди нас ждут участки дороги, которые раньше считались по-настоящему опасными. Желтый прижим. Сегодня его можно проехать, даже не замечая. Черный прижим. Теперь из опасного здесь остался только затяжной подъем. Но еще совсем недавно эти места были опасным испытанием для любого водителя. Узкие прижимы, где могла разъехаться только одна машина. Мы доехали 640 километр трассы, и вот тут видим 3 домика Фрейм. Можно спокойно здесь остаться, переночевать. Тут скоро очень такое база будет, оказывается. Этнокомплекс называется Ода. Тут летом вообще такая красота вокруг гор, можно приехать вообще даже отдохнуть на пару дней, зарядиться силой этих мест, называется. Давайте сейчас мы вам подробно покажем, что тут есть, что нет. Ну, действительно, в Колымской трассе она открылась почти 2 года назад, оказывается. Ну и, собственно, 2 года и не были на Колымской трассе. Три гостевых домика сейчас. Двухэтажные афрейм домики. Планируем якутский балаган построить. Потом
баню строить будем и гараж на 4 места. Хостел в сутки 2000 человек. Маленький домик до 6 человек, там 15 тысяч, а большой домик до 8 человек 20 тысяч. Съехали с федеральной трассы Колыма. Сейчас у нас впереди несколько речек. Томтор и Даймикона. Сегодня доедем до Тамары Егоровны и будем у нее ночевать. И еще информация такая. Заячьей петли теперь нет, ребята. Я последний раз, когда проезжал по этой дороге 2 года назад, это был, пожалуй, самый опасный участок трассы, который оставалась по Колымской трассе. Теперь это хайвей просто. Теперь можно проехать на любой машине. Все, добрались до Томтора. Время 9:56. 10 часов. Мирлан едет очень хорошо. Как тебе дорога? Не устал? Отлично, все хорошо. Ну, Мирлан на опыте, он вообще не устает от такой дороги. Ну, чуть-чуть, если разве что. Она что затянула? Да, что-то на... Мы сейчас хотим градусник выставить, потому что у нас просто отключился этот термодатчик. Он не показывает ни 40, ни минус. Мы доехали до Томтора. Все хорошо, все в штатном режиме. И холодно очень, даже машина там 2 точки только показывает. И вот хочу вам рассказать наглядно на примере 2 машин, да, почему в Якутии мы так утепляем машины. Что касаемо стекол, везде делаем двойные. Что касаемо лобового, тоже двойные. Вот у нас вторая машина вообще не утеплена ничем. И вот можно посмотреть, как стекла у него замерзшие, и где только дует печка, там только немножко так окошко. И лобаш тоже, где печка дует, вот там какие-то амбразуры. А у нас все, обзор 360. Сейчас пофоткались, немножко поснимали, а нос чуть не отморозил. Сколько мы были? Минуты 2, наверное, на улице побегали. Мы реально сейчас купаться поедем, да, Мирлан? По плану, сегодня же воскресенье, крещение, и команда изъявила желание, что сегодня должны купаться. Компрессор не хочется расчехлять, такой мороз, сейчас все шланги полопаются, провода полопаются. Левое колесо опять подсусилось, но не критично, там где-то 1,2 атмосфера осталось, наверное. Мы приехали заправиться в поселок в Томторе. Тестим компрессор Arctic Trax. Все, накачали. Видите, шланг как задубел. Мы сейчас его аккуратно в салон положим. Когда он отойдет, тогда его соберем. Все, дубак. Прям такого я еще не испытывал этой зимой. А Мирлан вообще на улице столько времени провел, пока заправлялся, пока компрессор там накачивал. А я сильнее его замерз. Вот они, якутские лошади. Они в минус 60, в любой мороз сами себе корм добывают. Ходят такие красивыми ресничками. И особенность якутских лошадей в этом. У них очень густая шерстка. И они в любой, практически в любой мороз не мерзнут. Они на улице сами по себе ходят. Единственная задача конюха — это стряхивать со спины лошади снег. Потому что этот снег, она начинает таять от тепла тела лошади. И потом начинает замерзать. И от этого может лошадь заболеть, простудиться. Вот сейчас лошадь табунит. Они вот сами подножный корм себе добывают, вычерпывая снег. И вот свободно пасутся в минус 60. И мы с Мирланом еще сейчас поняли, что ни разу еще не были в таком морозе. Ни Да, я, это, ни он. ну и абсолютный рекорд, минус 63.
позапрошлом году, когда я приезжал в Тампор, было минус 58. Самое такое значение. А сегодня очень холодно. Я Ночь приезжаем. То есть мое тело реально первый раз Я такой вообще мороз хочу, чтобы там где-то 65-66. было сегодня. Ну, за ниже минус 50 это вообще другая жизнь, это другие условия. вообще. Как-то как будто в другой мир попадаешь. Все по-новому, все по-другому ощущается. Открытый космос. Друзья мои, мы доехали до Аймикона, полюс холода. Это доказывает тот факт, что мы стоим перед стеллой. От этой стеллы ровно, по-моему, 3 километра до самого поселка. И там будет стелла полюса холода. Картонку убрали, перегреваться стал. Картонку ставишь, холодно. Что за китайский автомобиль, а? Что ж, друзья, добро пожаловать в Аймикон, полюс холода. Это бык холода у нас рогатый. Возле стеллы нас встречают. Сейчас, скорее всего, в гараж нас сопроводят и на этой машине заберут. Это у нас новая стелла, полюс холода. Ну, вот, там бык стоит. В якутской мифологии бык холода называется. Когда первые морозы, у быка холода обостряется первый рог. И когда вот 20 числа, 22 числа января обостряется второй рог. Это значит самые лютые морозы. И где-то в середине, начале февраля у быка холода отпадает один рог, а потом в начале марта второй рог отпадает. И значит, когда теплеть начинает, у народа в Сахаре говорится, что у быка холода отпал второй рог. Все, теперь тепло. Что, палатка стоит, печка топится, направляем свет на наши. О, она даже подмерзла. Обычно же она течет здесь, да? Смотри. Да, Маленькая дырка осталась. Печка жарит. Ну что, здесь жарко внутри, прикольно. Палатки. Вообще хорошо сделано. Можно спокойно расположиться, раздеться, одеться, выбежать, не бежать. «15 операторов, 1 Нерланд». Ну как будто на бой его. Нашли крайнего на крещение искупаться. Все, идем, спокойнее. На дворе минус 63, вода температура около нуля. Будем греться в воде. Ребята, с праздником! Вода реально теплая. Не холодно, но волосы уже как замерз. Сейчас-то понятно, Вообще нормально. адреналина нет. Это вообще нормально. С Богом, православный. Тони Робинсон, ты Пока мы переодевались, трусы на улице буквально за минуту превратились вот так. По-хорошему их, наверное, можно и сломать. Давайте попробуем сломать. Нет, не ломается. Знаете, не так уж холодно было.
что, друзья, у нас программа максимум на сегодня сделана. Мы доехали до полюса холода Аймикон. Мы даже сегодня успели искупаться. Сегодня крещение. Всех православных, кстати, поздравляю с праздником. Про меня что? У меня чисто спортивный интерес. Я адреналиновый, как сказать, за острыми ощущениями. И там не надо писать, что там вот такие. Но всех с праздником. Мир у нас большой, разные конфессии есть. Поэтому все должно быть как бы с пониманием. Все, мы сейчас машины в гараж и едем спать. Я думаю, что нас еще ждет сегодня очень вкусный ужин, скорее всего. Море и горы всегда вкусно, всегда сытно, всегда тепло. Вот мы на месте. 64 градуса, да? На градуснике даже 64. Друзья, смотрите. Ну что, друзья, всем доброе утро. Сегодня, конечно же, очень холодно. Мы собираемся. Переночевали в таком замечательном гостевом домике у Тамары Егоровны. Есть такая холодная зона еще. Внутри в доме на самом деле очень тепло. Есть вода. Куча комнат. Я даже разместился отдельно от всех. Здесь у него как музей на самом деле. Куча книг, которые Тамара Егоровна сама написала. Завтракаем. Каждому нашлось место. Даже мне со всеми моими вещами. Аймикон. Точка на карте, где мороз хозяйничает почти круглый год. Это полюс холода. Самое холодное место на планете, где продолжают жить люди. Зимой температура опускается ниже 60 градусов. Дыхание превращается в лед. А тишина звучит громче слов. Земля под ногами – вечная мерзлота. Она не оттаивает даже летом. Жизнь здесь – постоянная борьба с холодом. Мороз диктует свои правила. Техника, одежда и даже привычки людей подчинены выживанию. Но несмотря на суровый климат, люди остаются здесь, потому что это их дом. Чистый воздух, бескрайние просторы и особая тишина севера создают атмосферу, которую невозможно забыть. Люди не только научились выживать, они смогли превратить экстремальный мороз в узнаваемый бренд. Аймикон — это не просто холод, это характер, сила. Это место, где человек доказал, что способен побеждать стихию. Своим примером это доказала местная легенда Тамара Егоровна. Она показала, что даже в самом суровом месте на планете можно не только жить, но и находить возможности, развиваться и идти вперед. Человек, который создал бренд Аймикон «Полюс холода». Меня зовут Васильева Тамара Егоровна. Я краевед, член Русского географического общества, также председатель общественной организации «Историческая память» по Аймиконскому району. Поэтому занимаюсь историей своего улуса. Коренная аймиконка, полюс холода Аймикон. Это было открыто в 1926 году Сергеем Владимировичем Обручем, когда он вынужденно со своей экспедицией остановился здесь в октябре-ноябре и измерял температуру. И тогда он среди ученых поднял вопрос. Оказывается, есть местность холоднее, чем Верхоянск, поэтому нужно расширить территорию наблюдения и открыть метеостанцию. Итак, в 1929 году открылась метеостанция. Есть определение: полюсом холода может стать
та местность, где проживают люди продолжительное время при абсолютно низких температурах. Продолжительное время. Вот это нужно подчеркнуть. Здесь в Баймаконе можно ознакомиться с официальными документами. Второе, здесь мы показываем породы якутских лошадей. Это очень выносливые животные. Можем якутские коровы показать. Здесь у нас есть персонаж Чесхан, хранитель холода. Но когда гости приезжают, когда их много, я не обращаю, вот кто у меня в гости пришел. Я не знаю даже. Оказывается, у меня был Том Харди. Ночевал, да? Я пожилой человек, а Том Харди-то не знаю же. Так, ну всех приглашаем на полюс холода. Бегом, бегом. Как свежо-то на улице, а? Ну, мы чуть прогулялись до гаража. Я вам скажу, ребята, очень бодренько. Ну что ж, у нас миссия, как говорится, выполнена. Мы все сделали, все по плану. Выдвигаемся в сторону Уснеры. Торопимся, потому что при свете дня надо показать и рассказать вам про всю красоту Колымской трассы. На севере солнце светит очень ярко, она практически с горизонта тебе светит. Поэтому поехали и давайте смотреть эту красоту вместе. Въезжаем в Тамтор и движемся дальше в Уснеру. Следующий наш населенный пункт назначения. Мирлан сегодня снова весь день будет мычать за рулем. Поспали мало, но надеюсь, сил хватит добраться. Ранний полюс холода. Оторвал крепление у ребят. Сильно не наматывай, ты просто намотай и все, побольше. Вот так я говорю, сильно вот эти. Я просто намотываю, я не накатываю. Грузовик стоял. А, вон, да. Они уголь возят, и у него, видишь, сзади что-то случилось. А, у них ремонт получается, да, то, что они делается. на этом. Помаши. Здравствуйте, ребята. Как у вас? Здравствуйте. Ремонт. Заканчиваем. Тормоза, да, или подшипник? Ступица. Так, друзья, происходит ремонт на морозе. Вокруг машины большую юбку одели и туда внутрь пушку. Так работают. Или иногда вот обычным синим тентом импровизированный навес делают, где они работают. И вот уже вот улица и внутри этого тента разница уже там доходит до 10-15 градусов. Если туда еще обычный бензиновый паяльник ставят, и вот оно уже там можно будет немножко покомфортнее поработать.
морда сильно закрыта, и вот на подъеме мотор начал перегреваться, и срочно порядка остановились. Одну сторону, половину радиатора открыл, температура уже сразу рабочая. Эх, Юра. Ну что ж, друзья, мы подъехали к легендарному месту. Это кафе Куба, или заправка Куба. Тут речка есть, Кубеме. И тут все. Раньше бочка стояла такая большая, с наклейками множество путешественников, которые копилось лет 30, наверное. И вот эту большую бочку, вот типа такая бочка стояла, и вот внутри бочки сидел оператор. Эту бочку убрали, осталась вот эта стена теперь. А бочку с таким легендарным бочком куда-то дели. Проедем. О, бля, видишь, сейчас все было. Если бы я сейчас дальше проехал бы, не остановился бы. Он бы в нас бы влетел. Не он, а его жопа влетела бы в нас. Ну, место для маневра чуть-чуть оставили. И вот прижался крайне право, насколько мог. Ну, мне кажется, я уже чуть-чуть и снес бы, наверное, морду. Когда по краям дороги какие-то столбики, ограждения, вот это все есть, они тебе там помогают. Вот эти столбики, видишь, по ним ориентироваться можно, а без них тяжело. Ждем сигнала. Ждем от него сигнал. Сигнал поступил. Ждем от него. Приговорил. Спасибо. Поехали. Вкуснера. Тут асфальт положили, ничего себе. Не было асфальта. Я тоже в 19 году был последний раз. Я даже вообще не узнаю ничего. Река Индигирка здесь протекает в Веснере. Чуть она чадит. Смотри вообще. Как он должен ехать? Я газую, от меня тоже такой же выхлоп идет. Да? Николаю спасибо большое. Спасибо вам. Вот это, бля, пойдет туда? Ну да, она, по-моему, такая, не такая сильно широкая. Ну все, машинки наши будут отдыхать от такого сильного мороза дальнего пути. С Амикона же едем, там вообще было минус 64. Перевал было неприятно, фуры идут, чадят, там за ними ехать тяжело, и там были моменты, когда разъехаться было очень сложно, там в миллиметрах расходились. Ну что, вот наш гостиничный комплекс в Уснере. Здесь внизу очень холодно.
Но в самом помещении жара. У нас обед. Мирлан приготовил шикарный ужин в виде пельменей. Все по-простому и очень вкусно. Появилась связь. Парни не отлипают от телефонов. И я тоже. Ну, шикарная поляна. Кухня. Есть у нас наконец-то теплый туалет. Душ. Ну, комнаты по 3 человека. Вторая партия. Мы вторая партия? Ну, ты садись кушать, потом я. Ну, я что, это, потерплю. Там ребята заняты пока. Да? Или есть эти? Утро в Уснере. Я вот высматриваю нашу гору Афродиту. Похоже, вот она. В туманной морозной дымке. Завтракаем мы в столовой отдельно. Уснера. Небольшой поселок на северо-востоке Якутии. Административный центр Аймяконского улуса. Он расположен на слиянии рек Индигирка и Нера, в окружении гор и суровой северной природы. Уснера был основан в 1937 году как рабочий поселок для освоения золотоносных месторождений. Одна из самых главных особенностей поселка – это его транспортная роль. Уснера – важный узел на Колымской трассе. В поселке есть школа, больница, культурный центр и вся необходимая инфраструктура для жизни в условиях Крайнего Севера. Мы с командой направляемся в администрацию. Наша цель – узнать, какая инфраструктура создается для туристов. И именно здесь мы встречаем человека, которым гордится не только район, но и вся республика. Евгений Кривошапкин. Первый и пока единственный представитель народа Саха, покоривший вершину мира – Эверест. Настоящий северянин, закаленный этим суровым краем. Человек, который доказал, что для якутского духа нет недостижимых высот. Убрали режимы опасные, заячью петлю, и она уже не такая, как была раньше. Все равно это экстрим. Вот это вот проезд. Плюс очень долгий перегон. Очень долго ты едешь, у тебя ничего просто. Между населенными пунктами там. У нас скалы Киселях есть. И в этом году вот экстремальное восхождение сделали на пик Афродиты. Ну пока мы минус 40 попробовали, да? А вот сейчас уже планируем на более низких температурах. Минус 50 можно. Если вообще повезет, минус 60. Самое главное здоровье же. И угадать это погоду надо. Да, погода точно. Да. Подготовки Ну, я постоянно же по горам, туда-сюда. Ну, поэтому, да, это подготовка была. И я беспокоился от этого, от здоровья. Там же очень, спокойно можно подхватить там. Или горло заболеет, или живот там. То получается первый человек, сам якут, да. который покорил Эверест. Да. И единственный. Да, пока. Подарили нам в администрации книги про моего друга Дугу Идана, про его невероятный поход на лошади, якутской лошади до Москвы. Это 1,5 года, по-моему, он шел, что-то я уже забыл. И смотрите, представьте мое удивление, когда я вижу на страницах книги себя в той же кофте, в которой я сейчас хожу, кстати, до сих пор, прикинь. Тебе подарили книгу, где ты есть. Да, прикольно, вообще неожиданно. Дугу Идан, если увидишь, тебе большой привет. Очень приятно, про тебя тут везде говорят, хвастается, что вот есть у нас такой земляк, который дошел на лошади якутской до Москвы. По ценам на топливо по всей республике Саха Уснера самое дорогое место. Тикси даже чуть дешевле, чем в Уснере. Под завязку заправиться, называется вот так. 275 литров на борту. Сейчас отъехали с заправки, вот буквально рядом находится. Там дизельное топливо стоит 115 рублей. Здесь мы через дорогу буквально уже за 104. Надо сравнивать, почему тут такая большая разница.
кусочек асфальта, который от заезда до выезда Усниры закончится. Пошла привычная нам грунтовка колымская. Говорим спасибо Уснире за гостеприимство и за новые открытия, за знакомство с хорошим человеком. И двигаемся дальше по маршруту. На этом, друзья, наша якутская часть экспедиции подходит к завершению. Дальше нас ждут необъятные просторы Магаданской области. Подводя итог этих 3 дней, можно с уверенностью сказать: туризм в республике развивается в правильном направлении и делает это уверенными, большими шагами. Во многом благодаря людям, которые не просто работают в отрасли, а буквально тянут ее вперед. Таким локомотивом, безусловно, является Тамара Егоровна и целый ряд энтузиастов на местах. Якутия давно и заслуженно популярна в зимний период. Как однажды точно подметил мой хороший друг, якуты – первые в мире, кто научился монетизировать экстремальный холод. И сегодня это уже не просто фраза, а работающая туристическая модель. Со своей стороны мы предлагаем новый подход к путешествиям по Дальнему Востоку. Не кольцевой маршрут, а линейный. За одну поездку сразу 2 региона. Старт Якутск, финиш Магадан, или же наоборот. Суть нашей экспедиции заключается именно в этом. В проработке полноценного туристического маршрута, который объединяет 2 соседствующих региона. Создает логистически выверенные путешествия и открывает новые возможности, как для туристов, так и для регионального развития. Это не просто дорога, это маршрут будущего. Такой мороз, теперь можно ехать дальше. Новый регион, вместо духов Баяная, кормим их посланников. Опа! Вот ты какой злой, а! На. Оп, держи. Ай, молодец. Поехали. Друзья, я уже больше года не выезжал из Якутии. И вот сегодня мы пересекли границу с Магаданской областью. Голодные бедолаги, оладушки все съели. Я даже не смог на землю положить. Дубак. Влажность еще, похоже, выше, прям очень холодно. Вот на границе, прям как раз Якутской и Магаданской области, домик стоит, с печки дым валит, собаки оттуда сразу пришли. Знаете что, если машина остановилась, что-нибудь вкусненькое им хотели магаданскую землю духов покормить, а покормили собак. Ну, это тоже нормально. В Якутии при каждом улусе есть такие места знаковые, где духу Баяная, духу дороги, духом земли оставляют подношения. Это в основном оладушки. Давай. Чуть-чуть вытянули. Ну мы все, это уже спуск пошел, да? Перевал?